за цель у сегодняшнего события? Мы сейчас выезжаем колонной из Антверпена, из Бельгии в Гаагу, прямо к Гаагскому трибуналу, криминальному суду. И какие будут требования? В 2018 году Ибрагим Сейд-Амин подал заявление вместе с Алим Пашей Султановым в Гаагский суд с требованием, чтобы расследовали преступления, которые совершили российское военно-политическое руководство, чтобы это не осталось безнаказанно. За убийство чеченского народа, детей, женщин. Сегодняшняя наша цель этого митинга, это тоже, чтобы уголовный суд в Гааге начал расследование вот этого поданного заявления военных преступлений. Вот цель, который требует чеченский народ, и также так как Россия не остановилась на том, что в Чечне совершила преступление. Сегодня она начала продолжать преступления и в Украине. Та же цель, но также убивает в Украине людей, детей, женщин, разрушая вся инфраструктура. Вот чтобы мировое сообщество знало, чтобы если сегодня этого преступника, этих преступлений не остановить, значит, она будет дальше продолжаться и в Европе, и во всем мире. Значит, вот это зло, которое находится в Москве, Кремле, всем миром как-то сегодня нужно обуздать. Вот это сил нашего прихода к этому митингу. Спасибо. Алим Паша. Да, в сфере последних событий, связанных с Украиной, наконец-таки мировое сообщество и лидеры государств всего мира воочию узнали, увидели лицо этого, как сказал тогдашний канцлер Германии, Лупенрайна, политика, так он его назвал, господина так называемого Путина, да, президента Российской Федерации. На чем основывается его чистота бриллиантовая и какие цели преследует этот, скажем так, открыто, как мы его и всегда называли, убийца мирных людей, убийца детей, женщин, стариков. Мировое сообщество, к сожалению, долгое время закрывало глаза на эти все преступления, которые совершались, скажем, с конца Советского Союза, еще бытность Советского Союза. Мы помним Вильнюс, мы помним Грузию, Тбилиси, мы помним Азербайджан и многие другие страны, да, от ближайшие, далеко находящего, и особенно наша тема чеченская. И наши руководители в лице первого президента Джохара Дудаева предупреждали мировое сообщество, куда может это дойти, куда это все движется, что надо остановить этого монстра, надо остановить этого российского монстра, так называемую демократическую Россию, и что никакие со временем изменением названия государства, бывшая Российская империя, Советский Союз или сегодняшняя демократическая так называемая Россия, ценности этих людей, этих русистов не изменились. Об этом предупреждали все эти годы, но наш голос был не услышан, хотя мы кричали, хотя 300 тысяч мирных людей, среди которых 45 тысяч детей, не достигших 18 лет, были жестоко убиты. Больше 20 тысяч наших молодых юношей и девушек находятся сейчас на данный момент в репрессионных лагерях по всей России. Мы не забываем об этом. Над ними каждый день
творятся чудовищные пытки, издевательства. Если у людей подходит срок к концу, так называемый осужденных за терроризм, их выпускают с какими-то болезнями, что они умирают на следующий год. Вот это лицо современной России. И сегодня, конечно, мировое сообщество увидело своими глазами, что творится, когда этот варвар, этот монстр подошел к границам Европы, когда стучится уже напрямую в твою дверь, о чем предупреждал наш первый президент, легендарный Джохар Дудаев. Мы видим картины с Бучи, с Ильпинка и других населенных пунктов. Мы видим сегодня судьбу Грозного, Алеппо повторяет сегодня Мариуполь. Этот город стерт с лица земли. Не дают даже последние дни, мы видим, даже коридоров для мирных людей выйти, зеленых коридоров не дают. Это все это, опять-таки, лицо этой России, ее руководства, военно-политического руководства. Но, однако, отрадно то, что мировое сообщество начало называть вещи своими именами. Как мы знаем, Российская Федерация исключена из Совета по правам человека ООН, из других международных институтов. Стоит уже вопрос о полном исключении ее из Организации Объединенных Наций. Это все, конечно, нас радует, и мы без сомнения надеемся и верим в то, что конец этого монстра будет ужасным, как того они и заслуживают. И одним из примеров тому, куда ведут дороги этих преступников, военных и политических, это Международный уголовный суд в Гааге. Дай Аллах нам всем терпения и украинскому народу также терпения, смелости, храбрости, отваги, и пусть идут со своим храбрым президентом дальше. Слава Ичкерии, слава Украине. Героям слава. Героям слава. Я сегодня хочу, чтобы мировое сообщество увидело и услышало в том, что так называемый Владимир Владимирович Путин сегодня принял образ русского маньяка Чикатило, и этот маньяк никогда он не насыщается кровью, он будет всегда продолжать все больше и больше, пока его не остановят или его не уничтожат. Поэтому, если сейчас мировое сообщество ждет, что это так прекратится, значит, об этом они глубоко ошибаются. Вся эта кровопролитие, убийство, все это преступное ее решение, она будет продолжаться и дальше. Так как мы сейчас видим воочию, когда те, которые вокруг него находятся, которые хотят остановить эту войну или не вступать в эту войну, он их напугивает, он под страхом заставляет принимать вот такие решения, как мы видели о признании ДНР, ЛНР и все прочее. Значит, вот это движение мирового сообщества лучше остановить сейчас на территории Украины, чем оно дальше будет продолжаться в Европе. Хочу сказать, что это очень важный день, это очень знаменательный день для нас всех, для тех даже, кто сейчас в Украине воюет за свободу. Этот день, наверное, мы, женщины, которые здесь присутствуют, Азман, Таита, Фатима, мы о нем мечтали. Конечно, это не решающий день, конечно, это еще надо к этому идти долго, чтобы был трибунал над преступниками, российскими преступниками, военными, которые совершали преступления в Чечне. Я вам скажу одно, что хотя было очень трудно нам в то время, 20, 25 лет, 30 лет назад,
доказывать, что мы хотим просто свободы, что мы хотим просто независимости. Ничего сверхъестественного нам было очень трудно. Нам было трудно, и нашим ребятам воевать в Чечне тоже было трудно. Они просто воевали с голыми руками, с одним автоматом, с одним танком. Я как помню, 2 танка бегала по Чечне. Я вот как помню, не знаю, я много не видела, хотя мы не выходили из Чечни. И это было очень тяжелое время. И это было очень сложное время, когда наши ребята просто погибали, потому что у них не было сопротивления, не было оружия, не с чем было бороться. Но, тем не менее, вы знаете все, мир доказал, что маленькая Чечня выиграла войну в 150 миллионной России. Выиграла войну. То, что мы не удержали этот мир, это уже другое дело. Но хочу сказать, что как бы там ни было трудно, мы старались, потому что мы женщины. Я никогда не брала оружие в руки. Но я взяла, мое оружие это была камера, мое оружие это был фотоаппарат. И также я хочу сказать о своих женщинах, которые здесь присутствуют. Мы поняли, что нам другого не дано, мы должны снимать. А почему? Когда мы стояли, вот даже с Хазмана, она сегодня здесь присутствует, мы стояли на границе, когда бежали из Самашек люди, и когда нам говорили руками, они показывали, что с ними происходило, которые живые уходили оттуда, которые говорили, что как они закапывали родственников, как они бросали, как взрывали, как убивали. Это все очень долго говорить, это не сегодня здесь это говорить. И я поняла тогда, стоя там, и думала, что же сделать, ну что я могу. Потому что для меня война это был такой, и как для всех чеченцев это был большой удар. Но так как я родилась в депортации, так как я выросла в депортации, так как я слышала, как тихо шепотом мои родители говорили о Хайбах, потому что я родом из Хайбах, говорили о убийствах, о умерших там своих родственников. Я даже однажды вышла маленьким ребенком, вышла и сказала, что вы знаете, мои родители, по-моему, с ума сошли. Моим русским, там, немецким, кто был тогда моими друзьями, сказала. Я говорю, по-моему, они с ума сошли. С ума сошли, потому что я думала, что это нас тогда в Хайбах убивали немцы. Я думала, что это я не знала, что это НКВД. Но когда уже выросший, когда стала познавать, что произошло с нами, это было уже позже. Поэтому я думала, чтобы, когда мы стояли именно на границе между Ингушетией и Самашкой, в тот день, когда бомбили Самашки, 7 апреля, как сейчас помню, то я сказала, с нами была еще Надя Чайкова, которую позже убили в Самашках. С нами была еще, Хазман, и мы стояли, и я думала, что же сделать, что делать. И я просто записывала, но я понимала, что это не даст ничего. Поэтому после этого мы начали снимать, нашли камеру, начали и так далее. Поэтому я хочу сказать, сегодня этот архив, он сегодня в Берне. И есть много доказательств. Мы это не показываем. Мы это не показываем, потому что, чтобы настал трибунал, чтобы был этот трибунал. И пока не будет международного трибунала, никогда мы не сможем быть свободными. Поэтому что преступники должны наказаны быть за те содействия, которые они совершали в Чечне, в Ингушетии, в Грузии, в Азербайджане, и тем более сегодня, что они делают сегодня в Украине. Да, еще раз хочу сказать, тот архив, который сегодня хранится, не деньги хранятся, а хранится архив в швейцарских банках. Тот архив, который сегодня хранится, над ним работали 10 лет люди. Люди над этим архивом посидели. Но он есть. И слава Богу, и слава Аллаху, что мы сможем предоставить документацию тех преступлений российских военных, которые делали в Чечне. И я думаю, что этот день придет благодаря Дал Хаснабу, что у меня есть эти люди, эти братья, все вы,
Я не хочу никого вас выделить. Хочу сказать, что все вы есть, вы неравнодушны, вы с нами. Да, могла. Вы и эту помню. Многие думают, что война в Чечне началась только мы 475 лет воюем и по сегодняшнему. Сейчас каждые 10, 20, 30 лет с перерывами мы боремся за свою свободу. А Украина была свободной, была великой державой, которая породила своего убийца Российскую империю. Почему? Потому что Старая Русь начиналась с Киева. Все сыновья Ярослава Мудрого князьями становились на территории России. Эти люди, которые сейчас называют себя россиянами, не хочу оскорбить, но они сами этого достигли до такого пика, чтобы их называли, но не людьми, а просто бывает привидения. Они из всех варяг, там, наемных войск объединили и когда-то объявили себя россиянами. Нет такого народа, не было. Это придумано, искусственно созданные палачи со всего мира, объединившись и провозгласили себя Россией. А с этого момента, и как монголы-татари были намного империи человечные, чем эти, и налоги брали меньше, чем эти. Они ненасытны. Смотрите, Россия какая большая. 1/7 часть земного шара. Они, живя на таком богатом мире, полезными ископаемыми и владеют морями, океанами, они ненасытны. Дай им откусить палец, они откусят руку. Руку откусить дадите, до плеча дайте. Сегодня Украина, хотя, к сожалению, приняла от нас эстафету против России. Россия незвано зашла на их территорию, хотят сейчас аннексировать Украину. Вы если смотрите новости, они там сейчас Лавров говорит такое дело. Если мы сейчас разберемся с Украиной, мы начнем денационализацию Дагестана, Чечни и кавказских народов, которые этнически тысячелетиями своими обычаями, традициями, как и украинцы, проживают на своем исконном земле. Это исторически доказано. Поэтому сегодня, объединившись вместе, мы можем достигнуть цели наших отцов и дедов. Быть свободными мы заслужили. Мы положили на алтарь этой свободы очень много крови. Поэтому сейчас боль Украины – это боль всего Кавказа и Чечни. Allah Teala varsa bayloy, din teh bakman teh tuwa dayloy. Resmen watch Allah Teala, boşa diyezer doş, boşa keşer doş, boşa deş doş. Bakwa hayır sifat sadir dayloy. Dal moğla, tuğla vaykırlar sana şey koyat ve altsım kılar, bakah dalah dal moğla inşallah. Dedim ben dola, soma diyorlar, tuğap samluş. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сегодня скажу об этом случае, когда молодая женщина была арестована и румынские власти пытаются передать ее российским преступникам. Россия совершила столько преступлений,
что еще одно преступление это уже слишком. Вот я сегодня хочу сказать, чтобы близкий родственник Герихановой коротко, очень коротко сказал, в чем возникла такая проблема, и потом я добавлю к этому. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Эта девушка находится сейчас в Румынии, в городе Сичава. Ее обвиняют в том, что она террористка, в том, что она не сделала. Она в 2016 году поехала в Украину, сбежав от этих оккупантов. И она все это время проживала в Украине. Это подтверждает Служба безопасности Украины. И в 2022 году она приехала, хотела поехать в Европу, и на границе Румынии ее остановили по делу терроризма. И сейчас, 18 апреля, у нее был суд, на котором ее хотят сейчас отправить в Россию. И сейчас с 19 числа у нее проходил интервью с миграционной службой, больше 9 часов, на котором представитель миграционной службы не смог дать ответ или намекнуть, как это будет дальше продолжаться. В своем интервью там он сказал, ему нужно 30 дней, чтобы рассмотреть это дело, узнать о ней. И сейчас в ее деле интересуются и помогают ей УВКБ ООН, румынская ЦНРР, тоже по правам человека. И она в суде дала иск на вышестоящий суд. Она сейчас хочет обжаловать в понедельник, 25 числа, по-моему. У нее будет интервью с ООНом, УВКБ ООН и с ЦНРР по правам человека. И в принципе это все. Призываем вас помочь, чем вы можете. И в Румынию не столько беженцев приходят, и они не так в курсе, как в других странах. И этот человек, который брал у него интервью с миграционной службы, не был информирован. И если возможно, перевести на английский язык, если кто знает на румынский, знакомые, чтобы они могли рассмотреть ее дело. Помогите, чем вы можете. Спасибо вам большое. Я благодарю предыдущего выступающего. И сегодня хочу обратить ваше внимание, что это не просто так. Это, если некоторые подумают, то это проблема, беда одного человека, это неправда. Это проблема всего чеченского народа. Вместо Герихановой там может оказаться кто угодно, любой человек. Если румынские власти сегодня позволяют себе, исходя из каких-то соображений того, чтобы каким-то образом удовлетворить Россию, и передает
пытается передать, вернее сказать, женщину с ребенком, значит, в руки преступной России, мы задаемся вопросом, неужели эти власти не понимают, что они выдают этого человека на смерть? Совершенно безвинного человека пытаются передать на смерть. Какое это бездушие, бесчеловечно невиновного человека передать на убийство. Но это, естественно, характеризует и Россию, и отдельно тех людей, которые сегодня пытаются это сделать, характеризуют как бездушных преступников. Я сегодня призываю всех нас, когда случаются такие вещи, не оставайтесь равнодушными, потому что это проблема всех наших людей. Сегодня терроризм, чеченский так называемый терроризм, еще не закончился в понятиях России. Россия готовит новые преступные действия, и если мы будем равнодушны, особенно чеченцы, которые пострадали от русизма, если мы будем бездушно наблюдать за тем, как людей выдают, убивают, и через некоторое время говорить о том, что вот там это случилось, то есть постфактум будем об этом говорить, то они будут, насмехаясь над нами, повторять такие преступления. Мы этого не допустим. Повторите за мной все. Мы этого не допустим. Этого не допустим. Мы этого не допустим. Мы этого не допустим. Мы этого не допустим. Я призываю всех встать сегодня. Я буду заниматься этим делом. Я юрист-международник. Здесь, наверное, есть те люди, которым я помогал, и не буду об этом говорить, но я помогал и буду помогать любому человеку, которому незаконно предъявляют какие-то уголовные преступления. Мы будем помогать и будем драться за это до последнего. Я не кровожадный, абсолютно в войне не участвовал, но я всегда занимался защитой прав человека, и пусть кто-то не думает, что это легко, мы будем бороться всеми доступными юридическими силами. Весь мир убедился и воочию видит, кто до сих пор кричал «Держите вора». Вор кричал «Держите вора». И, конечно, будет очень обидно, досадно, если все мировое сообщество кричит с ними вместе «Держите вора». Дальнейшее. Конечно, мое искреннее соболезнование погибающим в Украине до сих пор. И вечная память героям Украины. Желаю, и мы все желаем искренне победы Украины, свободу Ичкерии. Если до сих пор мир не понял, откуда идет зло, это зло придет к нему в дом. Это сегодняшний пример нам уже фактом показало, и история это все доказывается. Я помню, когда первые дни украинские журналисты у меня брали интервью первые дни войны, в 94-м. Я тогда с таким переживанием, владея не так хорошо русским языком, и тогда говорил, если мир молчит так равнодушно событиям в Чечне, оно не останется безнаказанным. К сожалению,
этого наказания попадаются невинные народы. Очень обидно, очень досадно, очень душа рвется, сердце рвется от болезни, когда вот видишь вот эти фотографии. Я вижу вот своих земляков на фотографии, так? Я сразу представляю детей Украины. Я сразу представляю детей Грузии, остальных с горячих точек, где вот эти варвары, по-другому я назвать не могу, варвары высшей степени чинят такое зло в этом мире. И мир равнодушно молчит. Ладно, чеченцы, все, кончились чеченцы. Но дальше что? Дальше кто? Украинцы. Украинцы кончились. Дальше кто? Если мы останемся так равнодушны, поодиночке уничтожать нас, оставим этого варвара, придет, она будет методично, потихоньку входить в каждый дом. Это значит каждое государство. У России, у русских, у Путина, тем более мания величия, они не остановятся на Украине. 100%. Дело дойдет до непредсказуемого. Если вот этот мир и эти люди будут молчать. Власть имущие, я имею в виду. Спасибо за внимание. Извините, эмоции переполняют, много говорить не смогу дальше. Слава всему многострадальному народу Ичкерии, Украины, Грузии, всем. Слава Аллаху и победу, свободу всем угнетенным народам. The shadow of big war is looming in the east. Russian airstrikes all across the European eastern flank combined with nuclear threats are shaping up the frightening geopolitical reality. Reality that already smashed the lives of millions. Reality that nobody can deny or ignore. Reality that is knocking to your door. We can better understand what is happening today, how and why this even could happen, by tracking back the chain of events to the very origin. It is clear now that Russian-inflicted genocide of the Chechen people is proved to be the turning point for the whole post-Cold War Europe. It has started 27 years ago as an attempt to suppress the will of Chechen people to have the independent state, and it still continues in different shapes and forms. Even Russian officials had to admit that it killed 300,000 of Chechens, about 1/3 of total population. The whole civil infrastructure has been deliberately destroyed, forcing thousands to seek asylum abroad. The victims of Russian atrocities has been labeled as extremists by Russian state propaganda, just for resisting oppression, coordinated information warfare against resistance activities and political pressure toward European countries has often resulted in discriminatory deportation practice, multiplying social discord and eroding the liberal basis of Western societies, thus preparing the ground for next escalation. For this reason, the analysis of Russian barbaric war against Ichkeria, in particular destruction of Grozny, the war is important. It is showing us how war crimes may cause indirect consequences. That is how migration as a political weapon has been invented. Same in human playbook has been later replied in other places. Multiple consecutive waves of Russian engineered migration has been used in a bid to shape a political landscape in Europe. That's why Russian military never have collateral damage, only deliberate destruction of civil infrastructure. Those freedom-loving Chechens who bravely decided to stay in Ichkeria are held hostage
by Kadyrov, occupation, administration. And this is another important part of Russian hybrid warfare. Kadyrov in Ichkeria, Azad in Syria, Lukashenko in Belarus, as well as puppet warlords in eastern Ukraine, are just a Russian proxies that exist for one and only reason: for avoiding direct responsibility for operations, mass torture, and unfair killings, and way more. Слава Украине! Героям слава! Хочу поприветствовать здесь всех, кто собрался. Это братья из Чечни, это братья с Украины. И наши народы увидели сущность, настоящее лицо Путина, который без никакого прискорбия делает такие вещи с нашими детьми, с нашими родными, с нашими знакомыми. Умерло уже десятки тысяч людей. И не надо молчать, надо говорить, надо быть едиными, надо быть вместе. Потому что наше молчание, что из этого изменится? Ничего. Молчать не надо. Надо говорить, надо добиваться своего. Хватит смотреть, как умирают наши народы. Хватит смотреть, как Путин набивает свои карманы или обогащает себя вокруг всем, чем он хочет. Хватит. Я не хочу быть многословен, я благодарен чеченскому народу, украинскому народу, и я думаю, мы должны объединяться. Салам алейкум, слава Украине! Героям слава! Чеченский вопрос, чеченская трагедия, я сомневаюсь в искренности, честности, достоинстве тех людей, которые проходят мимо этой трагедии. Как наш уважаемый Аксакал, мой премьер-министр, я гражданин Чеченской Республики Ичкерия, чем я горжусь. Он, как сказал, это после Второй мировой войны трагедия человечества. И каждый свободолюбящий человек обязан, где бы ни был бы с любой трибуны, обязательно не затронут, поднимать свой голос протеста против мирового сообщества. Вот из-за этого голоса большинство международных мероприятий, форумы, не знаю, конференции, куда меня приглашают, второй раз уже все, я там попадаю в черный список, потому что я затрагиваю эти вопросы, которых обходится мимо. И теперь дело дошло до Европы. Как сказал наш герой всего Кавказа, всего мира Чохар Дудаев, мир молчит, что Чечня — это внутренние дела России. Придет день, оно скажет, что Европа — внутреннее дело России. И в связи с этим могу поздравить европейцев. Теперь Европа — враг у ворот. Путин — аллигатор. Путин — преступник. Путин не человек. Он какой-то, не знаю, какими словами можно его назвать. Можно не этическими, просто тут я не могу произнести эти слова. Да, в лучшем случае маньяк. И я, Чохар, я тебя очень прошу, подойди, пожалуйста, сюда. Вот сегодняшнюю предысторию я хочу рассказать. Этот флаг Чеченской Республики Ичкерия, она привезена из Грозного. Этот флаг прошел несколько пеших маршев. Вот в 2020 году наш Аксакал, мой непосредственно шеф нашей организации «Мир и права человека», и под его организацией я был ответственным по Швейцарии, мы провели пеший марш. Я почему говорю «мы», потому что мы сегодня здесь страдаем, потому что мы никогда «мы» не говорили. Каждый кавказец говорил «я». А мы должны говорить «мы». Я грузин, я чеченец, я азербайджанец, я кавказец. У нас не должно быть «вы», «мы», этого мы не должны допускать. Потому что, исходя из ошибок прошлого, новейшей нашей истории, мы не должны допускать в будущем такие подобные ошибки. Этот флаг, привезенный из Грозного, прошел несколько пеших маршев.
И в конце этого марша 6 сентября, День независимости моей Чеченской республики Ичкерии, и с решением организационного комитета этот флаг вручили мне. Это для меня большая честь и в то же время очень большая ответственность. И тот же день господин Ахмед Закаев меня наградил от имени правительства Чеченской республики Ичкерии. Это тоже для меня большая честь. И я этот флаг храню на самом почетном месте своего дома. Как сказал Мартин Лютер Кинг, у меня есть мечта, I have a dream. У меня есть мечта, и я в этом абсолютно убежден, что эти процессы начались, поскольку в Украине весь мир увидел истинное лицо русского мира. Мы их давно знаем, мы, кавказцы, давно знаем, через наши танки прошли, нас убили, нас расчленили. Наконец-то мир понял, что за зверь это Russia, как их на английском назвать. У меня есть мечта в один прекрасный день, в Грозном, мы добьемся деоккупации Чеченской республики Ичкерии. И первые наши же поездки со всеми делегациями, со всем правительством во главе Ахмед Закаева, Саидим Ибрагимов, Алим Паша и всех наших братьев. И я тогда, как, не знаю, мы туда на чем поедем, на поезде, на танке, на самолете, на истребителе, это один Аллах знает. Маршем поедем. Я, как только переступлю границу Чеченской республики, с огромной гордостью, может, так у меня слезы будут, я подниму этот флаг и пойду в самых первых рядах с моими братьями-чеченцами. Слава Ичкерии, слава нашим героическим чеченским братьям. Знаете, что я вас очень люблю, и знаете, что в Берне, Швейцария, Берн, у вас есть брат, ичкериец, азербайджанец, кавказец, и всегда я готов оказать всяческие содействия по нашим общим больным вопросам. И в самом конце я хочу пожелать удачи в бою нашим братьям-украинцам, и, иншаллах, конец Кремля наступит, как сказал великий Джохар Дудаев, с Украины. Уважаемые гости, наши предыдущие скиперы делали свое выступление на русском языке, я скажу пару слов на родном чеченском языке. Верны вежи на ости, ويطالع شيء نحفظها وعقيد القرآن وكوشون والمغارب شو زور بريتو صراحة وق международный уголовный суды ويشودل искду وق مسجد إسقاطي قديم دوي سيد مسكاسين دولي إسقاطونه تأخذ عليه شودل نيستلر правительство وق организации Кюгелгуа, мир и права человека, что сайт Аминсани, Апша и Чудел Головая, и Доуду, и Сакай Касти Элегдона, и Закаде Гдека, Дольши Шалзам, Нишкадуин, Дауин, Нохчи Машкалят, Дола, и Арцва, и Кизл, Раси Бачал, Айдл, Кюгелгуаши, Юцер Эма, Эскар Шала Бойлиш, Ишли царь Лилин, Фарцуэ, Скизалше, Йорси Марташ, преступление, швол царь Адона, еще Астия, Дюньяну Адол, что Лил, что закон царь. وين بقى يسخين على شو شيء ناحق بقى ويحاول ده يشتر سيغلا وشيء نسلو ده شو هون شيء شو حاله ويدور يشتوت شيء رسي بوتشال ودينير دحر ده برسوت قول شيء ناحق شجدة شنو بو الله يبقى كنبر شنو دبقى نيالي شيء عاصو شاش قالب ديردو هم تينا ها وهذا ويكون يبقى دعسة دقة ويقول صدوح دادير شلون شو دعسة دولا ويوقع جود يوزو الدنيا نقول بقول سنة على دوح شاش يقول عدو ليلة سال وقتها مسيت شو ده شو ده ينقش شو عب بيوش إسلام بوش هنا كوك تايدو إذا عدو شاش على جوبل يربول دقة إشتار بان وقتيرسه إذا مثلا دوشتو لكن يشتينها ويبوش تقولوا
حلقي دين ومعبيته وبتشال عيد هو ويش ويا بقول شلون يشكو تعرف organizatie وانا وش ده إن هي واشترش دينيا دي سياحة يو تعرف organizatie بقول شلون نرجع وتورش وواح سعر إيش حلوة بيستخدم سعر اللي يدور دورنا هذا سعر وين نقطش دوستو هم إيش مثلا بقى إلى سعر دو أستدي ده سوي تعب ويوش هم دول يوش تجيبوا شيء استخبر دول مصر أو حد يتوشتك أما يتسيد مشي أمي لما ألا دورنا تعب ويوش صنيع شتوش تعهم ده سوبلين تيا تعهم ده وين دال البقو سويسو ليش توجش تجا وبني البقو شو دورنا إنيش نو تدع ديز نو ليو ديزه إيش وين دوزش دو تحصل يعطين بلغش دوش دو ويا دال وحي أستو دوش دو أما شيء تعزامي وشو مدات ويصوبر ثاني هيتسوس حدا يحكم دو ويبقوا يحكوا وينصوبر سيلوي دنيا القربطون شلرياش إنسا قوتيا النهر قالشين أو أوكرانيا خيل بولر بعد أقول بالإتقان وان بعدو شبرنا إيش شيء ورك الوان كاتشي إنسا كانوا مثلا مش دور ديك دونا ويديش تكودو ويبعني كودو ومش قوت شتيلا داتسو ديلا إنسا وينوخا ألا أقدري هو بيين لقل وبتشعب كيدل فاك أقدري شاش بوبوش بيش أمير كيدل فوت إياد عدول بل أنجلي كيدل فوت خبرش مثلا دون كيجي يبقي بتشعبش شيول تيقش استيقظ يسودي قايق ويشو يحاول ويشو يقيل واحد ويشو فتشعب بيقول هوي سنة يقارد سولي وش القزل شلو وش قلنا بوليتكسة تاما اسكر حالة بولش قلنا خالا إيش تبالش العدولين أخا أوكران فتشعبي لكلش يكرا سير عيدل بيقول واشكرا يكيل شات عسترش حقياتة سديع بالش عدولين دلدو سودة وي بوشتك وي بيتن بوموح يتسلت إذا يتقرن خربوتي خاوين دونا تعال هاد تقع تشوشن هجري دونا يجري وي زان دول تعال لا دوانيك وي هاجيك دون وي صوبرت حدا يحكن دول وين مخير وي دوح الليل بريزيدنت جوور دودايستون دا لازو تاويريز دون سو هو شنان دونا تسين ديشنيش وي مسانا دويز إشين صار دا دويش دوكوش تعيور إزام ألدوين إس أوكران ثاني دوفر دو أخترانا إس رسي بوتشال في بوكا كبير بوكا كبير بوالدون إنت إزام تقع شو مقوش دوكال هو دميال دولو ميال بتاع جيجر ديال دعدويش مقر بوالدون إن شاء الله ويتعاشيك ويات إدين بيسع ترشا شرط بوشي حال بولش يعني تعد بوهم تأما بيتنيا بو بسنشة كالعر بولغيش أما صنفا إنس هو كردلش تر داس دونا إتسان واتش دونا إكورتر إكوتين بوشتل إجعل دلاح صنبون ها شوح دوش إشوبيت حق دالينا ويدونا أرزة فلت إدلنا يوال أستور خلر دونا إزام جين يحشون دام لا دونا دارت يعني بيات كتيرون دير يسوقس حمل وإنشنا وين ما خيرت يحل المارك إيك ده دوي دونا ديسانا يور وس حوا يشوا شو مكشليتsa كيف صغيريتsa شا وول شو ويضع دي شاني دون ديرك ديات شاني نيستيشك الله ديرو ويبعن شتوشن ليواشتش دونا دالو بعن قوتنا ويدايما مرش بوليف دالت يعني بيات كتيرون Аллаху Акбар. Хочу обратиться к своему чеченскому народу, который очень много страдает, и камеду, на них это страдание они переживают. Мы волей судьбы оказались в Европе и в других странах, и наш народ разделен на две части. Часть живет в Чечне, и часть живет в Европе. Так как я здесь в Европе занимаюсь миротворчеством,
среди чеченского семей, чтобы не было между ними непонимания, раздоры, ссоры и все прочее. Я сейчас хочу поэтому обратиться на чеченском языке, чеченский народ. Ассаламу алейкум, хамсар бежой, ижри. ويتصاع بريش وآريانس بريش سواء وآريانس أدوان يسوع زمانا مسألة أو غير شغلات هي برت بعلاش جزر يا برت بعلاش ويبصر فيجش يجش يا كيش أمش يا مسألة غير سنو أدوانتي الله عدل أدوانتي إنيات الوضع جالس ديله تاخنا سمعنا ويحول أدوانتي ديخر دلع خيقة مهلا مثل شيء دقتي عيول شو يغز وش داعي يا أخي شيء دقتي عيول شو حاب وش داعي يا أخي أرع بريش ساع بريش ما شركة قود عارش وشش نعلش مخيق عارش وشش دوانتي يغز وشش خيق مش مبعارش يتساع أرع وسينترنت شو بيش وين ديس دلتي ويدو انت وان شاع نوحتي شاع لونتي يلسن بوش يرسي باتش هو وين يزق نوحتي شو نوحتي بوش يز بوش تانا نوحتي عادش تاع نوحتي غلق تاع وليش بسم دين تاع مسؤار وين يقي ما يخلش يوخشي ويقع بس بو غير شي ويخلق باش تاع طنبو ما قاش دايت ويخلق لونتي ويعيخ داش قيديش أنا أوكراني شو يشتغل دي آسيا علاش بلا نوحشك أنت ديك لازم بو ديك عيشم بو علاش باش نوحشك أنت بو غدر شناهم دو إحنا نوحشي دو عن خنان بقسك عبيرش سيقع بو قزع بو وين يشكدو سا قوز إيتشدو قوز إيتشر شعا أسا إتح بتشد عن خيسولا سدايح ريح إتانا ويشوهد عن رئيس فتعبير يبتش غير وش بشون ده عجب من المؤسس تجن تاعي يبتش أول شيء سرسي يشاهد عن خيسة مش خير بشون الدنيا دار خيسة مش حدا وشون وين مثلا أقوش دو تهنا دو وين ديسل سديز ساعة زي يسمع دوز عندك طرق شراح سهل خانو تقدم عندي إبرياس يعشرو عندي إبرياس استولي على شغل لور بيرش حيخم بغيرش دوانتي يشكل على دوسك على شغل وشي يطلع وين غالن شيرش يخش عشبل دوانتي سري تلش انجينيرش تحقيقي بيرش آخر وين مصر سان ساعتي بدنا شاس ألف وياسي شلون وين كتير ريش دين وين دوانت بسلوف نيكش وين قرماخ دعوة وين عندي من مطيعة أو بيسوى بيش باتس جسلتي عوي وين نوخش دو وين بصابش دو وين تخنا دوانت وين إيمان صودق يرديش دو ويوقع يورشل دوانت حاولش دعيقن وين مرشد غير ديش دو وش تغيث بخل ديش دو وين قزع دوانتي بفت خلع وين دوانت ساعش خلع حرميد يزن خيرير الخيات سو مسونا وبلا من يدوانتي مجنود نسدي ويتان باش بالقيقم دوانتي يشل تريفنيش صح دوانتي يحتشيش راس أنا ما يعمل دوانت سعين بس أنا سعداء الله دوانت اسمايدا على زيتي هو بيختليش أدم قلدر وين دك دور وي بالين هنسا قلوشنوي وين نخشي دوانتي بالين هنسا قلوشنوي وين ديتس دلا دوانتي ويتصاع دوان خيبا عباقين بل وين ناخي لا تبوخن دين بوشا باين ناخي تاخنا ويديقا ديقنا وين يبعن واتين ويوش يقع دوانت حابش يخين دداحش دوانتي البوخ ما خيلي وي دوانتي وصنانتي عادة دون عودل ما خيلي وي دوانت سقيتش ما خيلي وي دوانتي وين نخشي ماخ مارشة بولش ديش بقويوش باخر مارشة دولش دالا يرسع داخل قيلوي ناقصنا بس نسعتنا وقاع كي قوض لوش ولشنا بس ديخر داخل عندي اش متش على قيقة شان صدون شان سيوقي وطروشن إني دابعتي من الوقت ماشا نوردن بيش باتشن ماشا سبيرزش بشن واتسيوقي دانتي ويخلق حاقي دولش كيتم بولش دنيا نقعد الزكوان جنوش خلق قعد الضغط علما ديوش بصل دي دوش نعبو يش بالقلب احنا اسمها خيالاتي هذا إذا مش وشتي عيال شغلتي عطمش عدا بيتنا اسمها شريحة يا خمس دواتي ناش خلق يدهم أوكرانيا عدايش لو بيرش إش بيرش نشون
Да ажална не свертушка. Издаю наши ночи берешь душу. Издаю наш виду. Еще донти уаси дон эдер дон цер донти тем ойбур. Олж дон сахан донти. Случайно ли во множество веков из эры бесчисленных косов Россия участвует во всех на этом свете чужих национальных катастроф. Вот где она появляется, где появляются шубанцы России, там всегда и войны, и беды, и смерти, и народоубийства. Да, لا أصبر على ضرره да تعالي يوم да تعبت يوم да لا سوا سنجرين да مسعت تدخل يوم